До старта очередного чемпионата СКФО по шахматам остается несколько минут. Шумный зал базы отдыха в Мужичи заполняет тишина. Лишь изредка слышно, как игроки делают ход, а после включают хронометр. Таймас Темирбеков увлекся шахматами в 5 лет. 2 раза он побеждал на первенстве России, столько же и на европейских соревнованиях. Также является призером мировых игр. Больше любит острую игру, предпочитает первым атаковать соперника. Среди мужчин играл много турниров, потому что это очень помогает и это очень важно для опыта. И получалось, в принципе, хорошо. И вот сейчас тоже приехал на очередной турнир, чтобы вот тоже опять набраться опыта. Соревнования проходят по швейцарской системе. Участники будут состязаться в 9 турах, то есть каждый сыграет столько же количества партий. По наибольшему количеству очков выявят победителей. Именно этот турнир, они все хороши, организованы бывают, но именно этот турнир бесподобен. Сколько я езжу по Северному Кавказу, ни в Донбассе, где бы я ни был, такой благодати и организации, само место идеальное. Для участия в чемпионате установлен только нижний возрастной лимит. Самым юным должно быть не менее 10 лет, а вот верхнего порога нет. Шахматист любого возраста может вступить в игру. Здесь же можно переночевать, а в перерывах между турами любоваться природой. Я собираюсь думать и выиграть всех. Мне нужен кубок. С 7 лет я уже начал заниматься, мне сейчас 10, я уже более 3 лет занимаюсь. И первые места присутствуют у меня. Лана Дряева в Ингушетии на таком чемпионате играет во 2-й раз. В прошлом году она стала победителем этих соревнований среди женщин. В свои 16 девушка занимает 3-е место в высшей лиге шахматистов СКФО и Южного федерального округа. А начала увлекаться этим видом спорта 5 лет назад. Узнав о том, что 2-й раз подряд чемпионат будет проводиться в Ингушетии, сразу же откликнулась. На взрослом чемпионате СКФО я участвую уже не впервые, поэтому нас предупредили об этом турнире уже заранее. И вот сегодня мы приехали всей нашей командой. Честно говоря, я очень была удивлена, так как природа очень обворожительная, турнирное помещение тоже просторное, все, организаторы все шикарно подготовили. Мой настрой боевой, я хочу занять хочу здесь призы. В Федерации шахмат республики заявляют о стремительном росте и развитии в регионе этого вида спорта. Молодые умы активно воплощают в жизнь еще вчерашние мечты неравнодушных к этой интеллектуальной игре. И этот чемпионат тому подтверждение. Что особенно приятно, среди детей много хороших ингушских спортсменов. Даже вот на некоторых турнирах уже ингушские ребята оказывают достойное сопротивление вот этим нашим регионам, гигантам, Ставрополю, Дагестану. Это связано с тем, что детские шахматы поставлены на хорошем уровне. Участие в чемпионате принимают около 100 человек. 5 дней они будут состязаться в классических шахматах. Состязания организованы согласно приказу Министерства спорта России. Согласован график с Федерацией шахмат страны. Мы рады тому, что сегодня очень много молодое поколение сюда пришло, потому что на таких чемпионатах они нарабатывают опыт. В нашей республике очень много одаренных детей, которые благодаря таким чемпионатам смогут далее продолжить уже борьбу в чемпионатах всероссийских и чемпионатах СНГ. Чемпионат по шахматам будет проходить 5 дней. В этот день запланирован 1 тур, далее по 2 каждый день. Итоги соревнований подведут 21 мая. 6 победителей окружного чемпионата, по 3 в мужском и женском зачетах, примут участие на всероссийских состязаниях. Муслим Ганиев, Алисхан Говорожев, Магаз 24.